хоровое пение, сольные номера, яркие танцы и даже виртуозные трюки. Такого разнообразия знаменитый самарский ансамбль еще не показывал. Традиционный репертуар и золотой фонд в сочетании с совершенно новыми песнями. Их премьера состоялась в конце прошлого года и сразу покорила зрителей. Каждый раз мы стараемся привозить совершенно новую программу. Понятно, что некоторые номера повторяются, которые особенно полюбились вашему зрителю, да и не только вашему. Ну, это, конечно, песня о Волге. Наш национальный колорит, наша изюминка. Здесь нет просто вокалистов, почти все универсалы. Они не только поют, но и танцуют, играют на народных инструментах. И при видимой непринужденности все отработано до мелочей. Даже стоят артисты на сцене так, что с любого места в зале слышна вся звуковая палитра. Создание одного произведения, особенно если это вокально-хореографическое, это огромная работа. Я всегда говорю, спектакль иной раз проще поставить, чем, вот, например, на 60 человек поставить. Это и аранжировка, и хоровая партитура, и концепция, и сценография, и реквизит, костюмы. Ну, не каждый раз, конечно, но, по крайней мере, это глобальная работа. Волжский народный был создан еще в 1952 году, но кардинально поменялся лишь в последние 5 лет, потому что сильно омолодился. Сейчас народные мотивы легко уживаются со сложной эстрадной гармонией. Сначала, конечно, старички, те, кто нас ветераны слушали, может быть, с опаской, что это такое, где наши традиции, где мы вот. А теперь вот, понимаете, теперь уже ждут все время чего-то нового. А мы каждый концерт стараемся вообще вот хоть одну песню, да, вот вложить. И у нас открываются совершенно новые авторы, которые начинают нам писать. Вот у нас был, ну не в этом составе оркестра, а вдруг неожиданно баянист написал песню. И мы ее послушали, давай, тут аранжируем, вот так сделаем. Посмотреть на коллег по цеху пришел ветеран нашей сцены, в прошлом артист балета Виктор Полежаев. В свои 78 он не смог усидеть на месте и тоже пустился в пляс, прямо как на народном гулянии. И волжский хор я давным-давно знаю. У меня там друг Вася Карманов, когда-то он здесь у нас пел, потом танцевал, и сейчас там на пенсии, и сейчас здесь один, в принципе, барака такой есть танцор. Танцовщики классные. В Сыктывкаре волжский хор в 3-й раз. Еще в 2016-м гости с берегов Волги открывали фестиваль «Танцуй и пой. Великая Россия». За это время успели обрести поклонников. Год назад была на таком же концерте. Очень понравилось, с удовольствием всегда хожу на такие мероприятия, потому что большая любительница народного творчества. В расписании гастролей по Коми это финальный 6-й город. Но на лицах артистов не видно усталости. Выходя на сцену, говорят, обо всем забываешь. Тем более, когда встречают с такой теплотой. Пока самый радушный прием был в Инте. Там неискушенный, но очень понимающий зритель. Я в Республике Коми в 1-й раз. И для меня это очень, конечно, завораживает, когда полный зал аплодирует стоя. Кстати, также тепло на родине коллектива в Самаре встречают наш Асьякыа. Ответный визит с новой программой ансамбль из Коми совершит в сентябре. Таисия Жакова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.